Давай начнем с того, что мы с тобой последний раз говорили, это было 2 года назад, Два, ровно да? 2 года Да, назад, да. тогда ты уже предупреждала об этом, что Литве надо готовиться, что даже, знаешь, мы тогда, можно сказать, были еще на таком эмоциональном подъеме, что вдруг вот война сейчас закончится, и, наверное, часть людей точно не понимала, что это затянется еще на дольше, а вот сейчас ты несколько дней назад в своем стриме уже серьезно предупреждаешь страны Балтии и Польшу о том, что надо как бы очень серьезно готовиться. Как ты думаешь, вот почему мы дошли до того, вроде как бы у нас было 2 года, но ты должен повторять те же самые слова, как я говорил вот тогда? Ну, смотри, я не знаю на самом деле, как готовиться к потенциальной войне с Россией, Латвия, Литва, Эстония и Польша. Ну, потому что это внутреннее дело этих стран, я не знаю, как у вас с бюджетами, как у вас там с армией, как у вас с чем. Я сужу только по настроениям людей. И большинство людей, к сожалению, не верит в вероятность вторжения России. И я не очень слышу политиков, ну то есть, по крайней мере, я не слышу их в своем медийном пространстве, которые говорили бы так, как, кстати, сказал буквально вот на днях новый генсек НАТО, бывший голландский премьер, он сказал: если вы не хотите готовиться к войне, но я не дословно цитирую, то учите русский язык. Но я боюсь, что даже его не все услышат. Я вот был в Германии недавно, там как бы фестиваль «Жизнь прекрасная», ни одного украинского флага, в отличие от Литвы. То есть люди вообще живут там где-то out of the war. И, ну, может быть, они думают, что они могут себе это позволить, потому что они далеко. Но это же страна, на которую опирается Балтия в своих потенциальных планах. И если будет нападение России, кто должен первый прийти на помощь? Это же не американцы прилетят, это первые немцы должны будут прийти, или американцы из Германии, да? Вот. И я не видел еще пока политиков европейских, хотя бы одного, который встал бы, ну, из тех, кто у власти, по крайней мере, который встал бы и сказал: дамы и господа, сограждане, у нас есть огромный реальный риск нападения России не то что через 3-5 лет, а в самой ближней перспективе. Давайте мы на год заморозим дорожное строительство, заморозим какие-то инвестиции, там, я не знаю, в большие объекты инфраструктурные. В принципе, мы и так неплохо живем. И Литва, и Эстония в хорошем состоянии экономическом, про Латвию я просто не знаю, но тоже, наверное, неплохо, лучше, чем раньше. И нам этого запаса прочности экономической хватит, чтобы год не улучшать качество дорог, не строить новых магистралей, а построить большую, серьезную, многослойную линию обороны, плюс защиты инфраструктурных объектов от возможного нападения. Почему-то все решили теперь, что многие решили, что если Россия завязла в Украине, то, в общем, как бы опасность такая непосредственная Балтии там, и тем более остальной Европе миновала. А это вообще не так. И для меня это просто... Я бы хотел вот просто смысл этого интервью, это такое мое дежавю того, что думали украинцы перед полномасштабным вторжением. Ведь тогда тоже в общественном мнении царила такая мысль, что ну вот он Крым уже забрал, вот война на Востоке такая оппозиционная, ни туда, ни сюда. И зачем Путину идти дальше? Я это слышал еще, когда зачем Путину брать Крым? Он же может как-то договориться, зачем Путину это ему невыгодно, это он не может. Когда я слышу, Путину это невыгодно, Путин это не может, я всегда понимаю, что как раз это он хочет, и это он может. И это просто европейцы так и не научились в целом, и все, наверное, в целом западные люди мыслить их категориями. Их категории — это не выгода в понимании такого спокойно живущего европейца, для которого выгода — это мир, это стабильность. Он же недавно сказал, Путин все говорит, он недавно сказал: нам стало скучно, нам нужна движуха. Вот такого менталитета нет нигде в Европе, нигде. И поэтому европейцы просто говорят на разных языках с русскими. И даже опыт войны в Украине и опыт подготовки к Украине к войне, да, он почему-то не отражается. То есть, по идее, 3 года достаточно, чтобы понять, чтобы президенты многих европейских стран, по крайней мере, приграничных, ну, президенты, премьеры, неважно, лидеры партий, там, министры и так далее, встали и сказали: нам нужно посвятить обороне большую часть наших сегодняшних усилий, чтобы сберечь то, чего мы достигли, вот эту прекрасную жизнь. Потому что эта прекрасная жизнь уже была в Литве, Латвии, Эстонии до 1940 года.
У меня друзья литовские подарили такой сборник рекламы литовской, репринтов. И там в Литве просто из Литвы круизы самолетные были чуть не в Австралию, там, с пересадками. Ну, раньше самолеты садились, тут Мерседесы, по-моему, собирали. Тут все было, как бы жизнь была прекрасна. Но потом эта прекрасная жизнь закончилась через месяц, потому что русские собрали войска и пошли, да. И вот задача, глядя сейчас на то вот состояние европейских умов, которое я вижу, мне тревожно. Я хотел бы сказать людям, живущим в Европе, особенно в моих любимых странах балтийских, что это счастье, оно очень хрупкое и рассчитывает на то, что Путин увяз в Украине, и он дальше не пойдет. Но факты говорят об обратном. У них, по-моему, уже 30% экономики работает на войну. В какой стране Европы хотя бы 2% экономики работают на военные нужды? У меня нет точных цифр, но боюсь, что нет. Тот же самый, по-моему, генсек НАТО сказал, что да, хорошо, что некоторые страны тратят 2% бюджета на военные дела, но это уже не актуально, потому что он-то видит, у него-то есть данные, что Россия производит столько сейчас оружия, да, у нее есть проблемы, да, мы все рады, что там санкции какие-то заработали, может быть, они еще больше будут работать, а может быть и не будут, а может быть придет Трамп, отменит эти санкции в обмен на что-то, да, на какие-то договоренности. Вот где гарантии вообще целостности НАТО? Если Трамп говорит: Дани, я могу у вас купить, подразумевается непонятно как взять часть территории, Гренландию, то где гарантия, что американцы будут защищать Балтию, например, или Польшу? Ну кто даст такие гарантии? Ну вот кто сейчас из политиков ответственных, они просто предпочитают этот вопрос не обсуждать. Вот кто из них встанет и скажет: я на 100% уверен и гарантирую вам, жители Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, что 5-й пункт — это очень крутая штука, и что за нас будут воевать Португалия, Испания, Германия, но все страны, которые не граничат с Россией, ну то есть нападение на одну страну — это нападение на всех. Вот мы сейчас придем и навалим, значит, русским. Во-первых, кто будет наваливать, во-первых? Какую армию имеет Германия? Какую? Вот в Финляндии, я понимаю, они всегда рассчитывали в основном на себя. Вот они готовы. Насчет готовности других стран у меня большие сомнения. Я понимаю, что вопросы о готовности каждой страны — это вопросы, которые должны задавать жители этих стран, граждане, своим правительствам. Я не имею права задавать таких вопросов. Я просто хочу проинформировать, что, на мой взгляд, состояние общество думает о другом. Они думают об экономических перспективах, о том, грубо говоря, жители Европы, даже ближних к России стран, они озабочены планированием своего будущего, инвестиций, ипотек, там, чего-то еще. А этого всего не может не стать за месяц. Просто, грубо говоря, вы так близко, вот просто пример: Эстония вообще граничит с Россией, Литва граничит с Белоруссией, да? Что такое Белоруссия? Недавно Зеленский в интервью сказал, что Лукашенко ему звонил и говорил, что это не я, это Путин, я ничего сделать не могу. По сути, он признал отсутствие Белоруссии как суверенного государства. То есть Путин на его территории, с его территории делает все, что хочет. Сколько подлетное время до Вильнюса? Представьте себе, что Путин решает, вот там у него в Украине не удалось, да, например. Даже не будем обсуждать, удается, не удается. Вот он просто, ему приходит в голову показать свою силу НАТО, видя ее растерянность, видя, что Трамп ссорится с европейскими союзниками. И вот в этот момент, значит, увидя, что нет единства, значит, ударить. Удар по, извините, Вильнюсскому аэропорту означает то, что все дороги в Польшу будут забиты машинами. Кто к этому готов? Кто-то алгоритмы вот этого всего обозначал, как это будет? Я боюсь, что даже войска НАТО физически не смогут приехать сюда, потому что население, которое к этому не готово, просто забьет собой все дороги. Потому что у людей это понимание того, что вот единственное, то есть нас могут отрезать от Европы, и надо бежать, понимаешь? А надо не бежать, вот чтобы не бежать, и чтобы иметь алгоритм действий, наверное, первое, что должна иметь каждая страна, граничащая с Россией, это стратегия обороны. Это каждый житель каждого города балтийских стран должен знать свое бомбоубежище. Там должно быть тепло, там должно быть надежно, это должно быть близко. Это вот есть, все знают здесь, где бомбоубежище.
А это может начаться в любой момент. Все знают, что в случае нападения России там, ракетами или танками, что нужно делать. Что-то кто-то объяснил им, вот, что вы остаетесь на местах, военные занимают свои позиции и так далее, и так далее. Есть какой-то план. Почему еще вот очень важная вещь, вот эта стратегия делать вид, что войны не будет, она не работает с русскими. Вот, к сожалению, опыт Украины показывает, что мы же до конца делали вид, что войны не будет. И президент говорил об этом, и аналитики, и бывший министр обороны говорил, что там у России не хватает сил для нападения. После чего я встал, вот просто это была конференция по безопасности в Киеве, буквально за неделю, по-моему, или две до большого вторжения. И там эксперты все в один голос говорили, что Путину не хватает количества войск, сосредоточенных на границе, чтобы совершить полномасштабное нападение по всему фронту. А я говорил о том, что полномасштабный будет по всему фронту нападение еще в 2018 году. Я объяснял, как это будет с ракетами, со всеми вот этими историями. Ну, кроме дронов. Я не знал о роли дронов в этой войне, ну и военные тогда не знали. А все остальное стратегически я предсказал. Этот ролик посмотрело там 650 тысяч человек, но все об этом благополучно забыли, потому что нападение это когда-то будет, это может быть не будет. Потом наши власти говорили, что надо сидеть тихо, надо не выводить войска в поля, не выводить на линии обороны, чтобы не показывать виду, что мы типа готовимся к войне. Ну и как это сработало? Нет, конечно. На них... Почему ты Да. думаешь, вот то, что ты повторяешь, что вот 3 года это довольно много времени было, чтобы понимать, чего хочет Путин. Ну да. Он при том, что он откровенно об этом говорит, там, граница 97-го, идите, она же пускай возвращается туда, что вот нам движуха нужна и так далее. Но где тут вопрос? Или вопрос в том, что западные стороны не готовы отказаться от своей удобной жизни, или не готовы признать проблему, или они просто не понимают? Я думаю, что проблема в том, что современные демократии, они вообще рассчитаны на удовлетворение спроса населения. Население хочет жить мирно и в достатке. Поэтому мы будем говорить населению, что оно будет жить мирно и в достатке. Представишь себе хоть одного политика западного, который встанет и скажет, как Черчилль, что я вам обещаю кровь, пот, труд и любой ценой, чего бы это ни стоило, и сколько угодно долго. Но такого политика не изберут даже в муниципалитет. Понимаешь? Подумают, что он сумасшедший и так далее. Я же все это прошел. Я не баллотировался никуда, но я прекрасно помню, что когда я там, начиная с 15-16 года, уже находясь в Украине, и зная русских, как никто, наверное, да, я всю эту пропаганду видел, этот фашизм при мне развивался. Я говорил, Путин нападет обязательно, обязательно Путин нападет. Вот так назывался мое то видео. Но люди как бы, ну да, может напасть, но ведь скорее всего не нападет. Ну зачем ему это надо? И вот опять включается эта машина самообмана. А не надо думать, вот в данном случае не надо думать. Вы же когда пристегиваетесь в машине ремнем, вы же не думаете о том, вот выйдет ли машина из-за угла, а вот пьяный ли водитель едет навстречу. Забудьте обо всем этом. Вы просто должны себе построить крепость. То есть бессмысленно строить и обустраивать дом, на который безнаказанно может наехать танк. Вот сначала нужно такие линии обороны, и русских нельзя пускать на свою территорию. Вы же видите, как их трудно выгонять, да? Даже при том, что украинская армия героически воюет, при том, что нам помогают разные страны, в том числе огромное спасибо Литве, там, Латвии, Эстонии, там, Дании. Кто сколько может, вы даете, да? Но не пускать-то их, это, наверное, правильнее, чем пускать. Вот есть ли гарантия, есть ли такие линии Маннергейма, которые сдержат их потенциальный удар? Вот, например, то есть, и я не знаю, строятся ли они, но строить укрепления во время войны, посмотрите на войну в Украине, уже невозможно. Все видят дроны, моментально уничтожается техника, моментально они не дают строить, не дают копать. Сейчас есть время, по крайней мере год, когда можно закопаться, можно построить бетонные бункеры, можно построить бетонные сообщения между этими бункерами, можно сделать укрытие для техники, можно обезопасить энергетические объекты или их дифференцировать, чтобы они не были в одном месте. Вот, учитывая, то есть опыт Украины, он у всех на глазах, и я просто, может быть, я не вижу, может быть, все это делается, но я не вижу, чтобы в странах, которые в первой очереди его маниакальных, значит, идей, чтобы это было тотальной идеологией, защитить свой дом. Мы и так неплохо живем, давайте мы немножко потратимся на забор, на ров, на стену, и не пустим их сюда, и построим такое ПВО, и так спрячем наше ПВО, и так далее, и так далее. Я, вот честно, может быть, это есть, это вам виднее, но я этого не вижу. И мне это дежавю вызывает вот, с Украиной.
последние 3 года полномасштабной войны мы уже не первый раз слышим, и это говорил и Валерий Залужный, и другие тоже, и лидеры других стран, что мы уже вступили, по сути, в Третью мировую войну. То, что она началась в Украине, это Валерий Залужный, мне кажется, сказал в октябре или что-то такое. Но он и статью писал, и Да, конференции он статью, выступал, да. И на конференции он тоже это повторял. Слышать это людям очень это пугает людей, даже и в Литве это, конечно, пугает, потому что Третья мировая, ты сам понимаешь, звучит очень ужасно. Но как ты думаешь, мы на пути все-таки, мы уже вступили туда, учитывая не только войну в Украине, а вообще все, что происходит сейчас, Израиль, Китай, сейчас Афганистан с Пакистаном что-то там решают, Армения, Азербайджан опять Азербайджан угрожает называть фашистским государством. И вот такого иногда мне кажется, что просто эта бочка с порохом, она стоит уже везде. Вот у тебя есть такое чувство или нет? Ну, конечно, они просто все, как всегда, смотрят на Европу. Вот что произойдет в Европе, если Европа позволит здесь рушить законы, она уже позволила, и уже процесс пошел, то все возьмут примеры, все нападут на всех. Но какие издержки, какие противовесы, какие... Есть ли там такая фигура, которая встанет и скажет, значит, я вас всех остановлю. Кто это? НАТО? Они между собой спорят. В НАТО такие разные страны находятся, как, извините, Венгрия, Словакия. Вот я уверен, что если Путин, если гипотетически, что Украину он победил, и он выходит на границы Словакии и Венгрии, есть ли сомнения в том, в какой союз вступят Венгрия и Словакия современные? Это просто с юга Польши будет Россия уже. Они точно так же, эти страны, я не хочу там никого обвинять, но точно так же и Венгрия, и Словакия, это как дежавю. Они же добровольно вошли, они стали союзниками Гитлера добровольно тогда. Почему сейчас, кто сейчас может исключить такую вероятность, если Орбан не вылезает из-под стола у Путина и Фица? Они же у него под столом сидят, как домашние животные, извините. Вот, как его питомцы, как его подчиненные. То есть опасность гораздо... То есть все висит на самом деле на очень тонком крючке, на одном гвозде. И, да. Я помню, когда мы уже были знакомы, это был там и 18-й год и так далее, и я помню твои слова, что большая война будет, я уже не говорю там 20-й год, это повторял и ты, и Аркадий Бабченко. Тогда вас называли маргиналами, вас паникерами там называли или как-то по-другому, а потом мы увидели ту картину, которую вы и предсказали. Как ты думаешь, вот сейчас, как люди воспримут твои слова, когда ты предупреждаешь, что реально сценарий может повториться, то, что мы уже в истории видели. Почему люди не хотят слышать, может, с одной стороны, а с другой стороны, у тебя тоже нет хрустального шара, но ты мне когда-то говорил, что я просто вижу, что повторяет Россия, и сам Путин это говорит, что он собирается делать, и иногда надо просто его услышать, потому что он сам все анонсирует. Он сам анонсирует, его пропаганда все анонсирует. Но я думаю, что сейчас найдется, может быть, меньше людей, чем тогда, после всего, что произошло. Найдутся люди, которые говорят, не надо нас пугать, Путин никуда дальше не пойдет, у нас мирная хорошая жизнь, нам надо строить дороги, а не армию и не укрепления. И я думаю, такие люди найдутся в любой европейской стране, к сожалению. Да? Я вижу просто, я записал это видео, про которое ты говоришь, и можете посмотреть там, что у Европы нет никаких 5 лет до войны. Так вот, под этим видео я никогда не видел такого количества троллей российских. А я с ними имею дело даже с тех времен, когда еще в России жил. То есть они просто фабриками наскакивают, начинают писать одно и то же. И общее настроение этих комментариев кремлевских, да, да никакой войны не будет, всем надо жить в мире, зачем Путину это ваша Балтия, зачем эти ваши нищие страны, вот это не повторяют советские нарративы, да вы и сами развалитесь, да никто не будет с вами воевать, хватит нагнетать. То есть я понимаю, что они готовятся как раз к этому, что это часть их стратегии. Просто неизвестно, когда у него там какой-то шестеренка в голове повернется, и когда он скажет «хочу так». Что ему кто-то посмеет сказать «нет»? Нет ему могут сказать его генералы, но на основании опять украинского опыта, когда они вроде бы как зашли легко в Украину, но потом стало очень тяжело. А вот если бы балтийские страны и Польша и все остальные демонстрировали готовность к войне, вот тогда его генералы подошли бы и сказали: знаете что, дорогой фюрер,
Все, конечно, очень красиво, мы очень согласны с вами, что нужно всех уничтожить кругом, но есть одна проблема: мы не перейдем границу Литвы и Польши. Мы не форсируем в Нарве ничего. Мы получим просто дюлей и войну на нашей территории. Вот, чтобы они знали. А это нужно демонстрировать, когда они видят, не видят такой как бы милитаризации в хорошем отношении суспільства, вот, общества, да, они думают: о, все как с Украиной идет, типа. Типа никто ничего не готовится, войны не будет. А зачем русским это? Они говорят: ну все, наша стратегия медийна, они всегда обрабатывают медийно. Я уверен, я не читаю, я думаю, что по-литовски тоже и на других языках есть комментарии, что ничего не будет, что хватит нас пугать этой Россией, мы члены НАТО, там, за нас будут воевать немцы, американцы и так далее. Но это мне напоминает самогипноз. Это как вот психологи советуют стать перед зеркалом и сказать: я умный, я красивый, я сильный, там, я могу. А чем это доказывается, что ты можешь? Вот что я могу стоять перед зеркалом и говорить: я могу дать отпор там, любому боксеру. Я могу себя в этом убедить. Но, наверное, чтобы дать отпор бандиту, нужно построить стену для начала. Просто пусть будет, да? Вот. И они, когда вот русская психология такая, если бы они видели, что это версия, я не могу сказать, чтобы так было, но, по крайней мере, в этот момент 22 года я не думаю, что он бы решился на такое наглое нападение, если бы он видел призванных 300 тысяч резерва, если бы он увидел, что с октября, а он начал еще с апреля 21 года войска собирать у границ, если бы в тот же самый момент в Украине политика и общество не зарывали голову в песок и не делали вид, что ничего не будет, а говорили: так, мы видим русские танки, русскую армию, мы построим 5 линий обороны, которые вы просто не проедете. Мы защитим наши энергетические объекты. Вы видите, мы к этому готовы. Хотите с нами посоревноваться? Ну, пожалуйста, попробуйте это сделать, да? Они бы видели, что есть силы, вот, допустим, там Латвия, Литва, Эстония. Это небольшие страны. И понятно, что им все равно надо держаться вместе. У них такое положение, как бы, я не знаю, насколько сильно сотрудничают там ваши оборонные ведомства, армии и так далее. Но это только кажется, что они маленькие. На самом деле, при нормальном вооружении, при военной подготовке и так далее, там 200 тысяч мотивированных людей в странах Балтии, плюс оборонное укрепление, это то, что Путину генералы скажут: знаете что, дорогой наш фюрер, ну вот по нашим подсчетам есть большой риск, что будет все как в Финляндии, а только еще хуже в 1940 году, да? То есть мы, конечно, можем, но посмотрите, как они подготовились, как мы форсируем эти 3 линии обороны, как мы пройдем, да? Вот. Как мы там форсируем эту Нарву, если нас там встретит шквальным огнем из всех видов там оружия и так далее. Если у них население, там 10% хотя бы населения уверенно держит в руках оружие и уверенно умеет его применять, в том числе ракеты, дроны, противотанковое оружие, там, что-то владеет. Есть ли вот сейчас массовая военная подготовка в Литве, Латвии, Эстонии молодого хотя бы мужского населения или женского к медицине? Если нет, задайте себе вопрос: а как это будет происходить, если он решится? Это же за 3 дня не делается, а страны небольшие. И у них нет такого резерва территории, чтобы ее оборонять, отступать там и так далее. То есть вот это даже отступление этого года украинской армии, это уже, по-моему, нету половины стран балтийских по территории. То есть они даже медленно вгрызанием могут так делать, да? А Германия скажет: вы знаете, это вы их спровоцировали. Ну, я так просто, гипотетически. А может там сменится власть на пророссийскую? Кто знает, сколько это АфД получит, да? Вон в Румынии 23% в первом туре получил вообще никто. Человек, который просто из ТикТока и который абсолютно пророссийский. Кто гарантирует безопасность странам Европы, кроме них самих? На кого-то полагаться? Но это сомнительная очень история.